Друзья, приближается сезон охоты и рыбалки, поэтому на сайте клеваярыбалка.рф успевайте заказать себе охотничий нож или для рыбалки. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня у нас будет горячее копчение окуня и щуки. На этой неделе мне пришла вот такая коптильня горячего копчения от фирмы Домашний Заготовщик. Данные коптильни вы можете посмотреть на сайте клеваярыбалка.рф. Ссылка будет в углу ролика и в описании. Переходите, смотрите. Так, давайте коротенько, быстренько посмотрим конструкцию и содержимое коптильни. Вот такая вот крышка у коптильни. Все это зажимается вот такими зажимами. Идет инструкция по коптильне. Вот такой вот шланг выводной, чтобы ваш дым от копчения уходил на балкон. Даже в наличии есть щепа ольховая. Вот такой вот шпагат жутовый и держатель для курицы, для уток. Я очень рад, что появилась у меня такая коптильня. Теперь можно коптить дома. И давайте все-таки закоптим ранее пойманную рыбу. Начнем. Так, достаем нашу емкость для щепы. Снимается поддон. Сюда это жиросборник. Убирается жиросборник. И вот на этот поддон должна у нас насыпаться щепа. И чуть-чуть можно налить воды. Щепа для копчения ольха. Добавляем чуть меньше полстакана воды. Пусть пока наши опилки пропитываются водой. Друзья, также коптильня оснащена вот таким вот термометром. Термометр устанавливается в это гнездо. Вот так вот. И будет показывать температуру внутри емкости. Так, давайте рыбу полоснем от соли, промоем от излишков. Солила Оксанка, если честно. Я не знаю, сколько она туда соли бухнула. Думаю, полоснем, нормально будет.
излишки воды сольем. Так, теперь при термичке, чтобы у нас рыба не разваливалась, ее нужно обвязать. Для этого я буду вот использовать вот эту вот веревку, которую мне положили в комплекте. Давайте начнем отсюда. Здесь я делаю поплотнее. И через определенное расстояние прихватываем вот так вот и идем дальше. Здесь тоже давайте прихватим. Так, здесь оставим петлю, чтобы подвесить. Переворачиваем, просовываем здесь. Слишком плотно не надо завязывать. Я слишком туго завязал. Давайте здесь сделаем узел, чтобы не ушла отсюда. Так вот. Раз. Сюда тоже просунем раз. Также через центр. Давайте пропустим. Сюда. В общем, сейчас я покажу, как получилось. И можно через рот пропустить и сюда вновь вернуться. Вот так вот получилось с крючком, вот, для подвешивания. То есть вот так все это будет вешаться. Вот. Вот так вот получилось. Так, ну вот так вот получилось. Вот. Здесь получается 2 куска щуки, 3 окуня и мелких, думаю, просто через рот попробовать вот так обвязать и здесь просто прилепить, пусть они висят. Посмотрим, как получится. Ну вот, дорогие друзья, перед первым использованием обязательно промойте емкость. Так, можно загружать, думаю. Так, загрузили. Теперь необходимо установить шланг на крышку изделия, что довольно легко делается, и вывести на балкон. Термометр повернем к себе. Это я сейчас выведу на балкон. И я еще вот дополнительно купил гидроуровень.
Тут тоже имеется шланг. Сейчас я наращу этот шланг, потому что у меня до балкона далеко. Вот так вот. Теперь закрываем плотно крышку. Для этого есть вот такие прижимные все. Крышка плотно прижата. Значит, термометр у нас стоит. Все. Включаем. И включаю газовую плиту. Стараемся, чтобы огонь у нас был по центру. И ждем, пока начнется процесс. А как начнется процесс, я буду показывать. Все. Сейчас куб должен нагреться. Щепа должна начать давать дым. Температура начала маленько подниматься потихоньку. Вот. Вот пошел первый дымок. Температура 72 градуса. Сейчас температуру нагоним до 80 и уменьшим огонь. Итак, друзья, только что произошло ЧП. В общем, вот окуня, которых я подвязывал через рот, начали отваливаться. Это произошло при температуре 76 градусов. Я услышал, как они там начали падать на дно. Ну и понял, что нужно быстро выключить систему, пока дым не пошел. И что-то предпринять. И я постелил поддон, на нее расстелил мелких окуней, сверху подвесил те, которые были обвязаны джутом. И сейчас закрываем и дальше ставим, потому что опилки только начали дымить. Ну, буквально несколько минут отдаем дымом и все на этом. Так, в общем, температура дошла до 80 градусов, я выключил, но температура продолжает подниматься, поэтому сейчас мы будем открывать экстренно и вынимать рыбу. Так, включаю вытяжку на всякий случай. Сейчас, конечно, начнется жесть. Так, вот такая вот жесть начала происходить тут. Так, здесь очень горячее. Поэтому
тряпка. Вот. Пока на балкон вынесем. Старался, в общем, как можно меньше дым создать дома. Думаю, что у меня получилось. В общем, вот такая вот копченая рыба получилась. Сейчас я ее выложу всю на тарелку и будем пробовать с домашней сцены. Ну вот, дорогие друзья, получилась вот такая рыба горячего копчения. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока. Заходите на сайт клевоярыбалка.рф, заказывайте себе такую коптильню. А мы поехали на рыбалку. Всем пока.